В Национальном музее Коми новобранцы-поисковики приняли присягу и дали клятву приложить все силы, чтобы найти как можно больше пропавших без вести солдат. На сегодня в республике 8 поисковых организаций. Первые отряды отправятся на вахту памяти уже на этой неделе. Репортаж Любови Лапиной. Позади целый год учебы. Теперь новобранцев ждут полевые условия. Билеты на поезд уже куплены. В воскресенье поисковики отряда «Связь времен» отправятся в Новгородскую область, местечко Мясной Бор. Здесь погибла 2-я ударная армия под командованием генерала Андрея Власова. Только в прошлом году ребята подняли на этом участке 54 солдата. Нашли 6 медальонов, 4 из них прочитали. Но в сырой земле лежит еще много погибших бойцов и не разорвавшихся снарядов. У нас правило такое есть. Если знаешь, не трогай. Если не знаешь, тем более не трогай. Нам объясняли, если ты находишь, в каком она состоянии находится. Если она не в боевом состоянии, ну лучше тоже не трогать, просто отложить в специальное место и так оставить. 16-летний Сергей Клесаров впервые поедет на место раскопок. Признается, давно хотел побывать на месте боя. Вот и сейчас, держа в руках пулеметную ленту, говорит, внутри все сжимается. Ведь когда-то это все стреляло, взрывало и убивало. Стоит бояться гранат и осколочных, вот как РГД, например, наша граната. Потому что у них радиус действия далекий, у них осколочная взрывается. А такие, как это, дымовые гранаты, они особой опасности не представляют. Но опасность ребят не страшит. Ольга Сидорова говорит, она никогда не жила в лесу, не спала в палатке и не готовила еду на костре. Еще страшнее поднимать останки человека из земли или болота. Но все это она готова сделать, ведь в Мясном Бору среди сотен погибших лежит близкий родственник ее бабушки. Ну тяжело, но все-таки как бы хочется. Но ведь они воевали, да, чтобы мы жили, и нужно отдать им дань и достать их, похоронить по-человечески. Вахта в Новгородской области стартует уже в следующий вторник и продлится до 8 мая. На этот день здесь намечено захоронение поднятых бойцов. Любовь Лапина, Олег Остромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.